эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил налоговые льготы для инвесторов в Арктике. Поправки в налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях. Законопроект также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции. Создание новой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке будет дороже, чем организация такой авиакомпании на базе существующего перевозчика. Об этом сообщил замминистра транспорта России Александр Юрчик. На данный момент известно, что рассматривается вопрос создания такого перевозчика на базе двух дальневосточных компаний. Напомним, правительство Якутии предложило рассмотреть авиакомпанию «Якутия» как перевозчика, на базе которого будет создана новая авиакомпания. На эти же цели претендует дочка Аэрофлота авиакомпания «Аврора». Продолжение темы. Минвостокразвитие, Минтранс и власти регионов сейчас прорабатывают маршрутную сетку дальневосточной авиакомпании и определяют необходимое финансирование. Завершить эту работу и сформировать заявку для Минпромторга планируется до конца февраля. Отметим, что создание авиакомпании для Дальнего Востока поможет решить одну из самых острых проблем макрорегиона – улучшить транспортную доступность территорий. Развитие местных перевозок остается важным для Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов. В Якутии планируют построить более 60 многоквартирных домов для реализации потребностей жителей в новом жилье, в том числе семей, планирующих получить льготную ипотеку под 2%. Строительство в Якутске планируется начать в течение текущего года. При строительстве будут использованы внебюджетные источники финансирования. Это банковские кредиты и реализация квартир по договорам долевого участия. Как считают в региональном Минстрое, строительство позволит сдерживать рост стоимости квадратного метра и покрыть спрос на квартиры, которых не хватает. Ну а что касается цен на жилье, согласно данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья по Якутии по сравнению с прошлым годом увеличилась до 8% и составляет более 80 тысяч рублей. Стоимость жилья на первичном рынке в Якутске колеблется в диапазоне от 71 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Глава Якутии Айсан Николаев поручил сократить сроки подключения к газу субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2020 года. Накануне глава региона рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности Сахатранснефтегаза и планы на ближайшую перспективу. В ближайшие годы компания планирует развивать рынок газомоторного топлива, начать производство сжиженного природного газа и расширить минерально-сырьевую базу. В этом году компания ожидает снижения поставок из-за уменьшения потребления газа Якутскэнерго и теплоэнергия. Также Сахатранснефтегаз планирует провести геолого-разведочные работы на Улугурском и Эрджейском участках недр, расширить минерально-сырьевую базу на Отрадненском, Среднетюгинском месторождениях. Компания «Алроса» в этом году планирует обновить топографические планы на всех карьерах. Для их мониторинга ранее всегда использовались вертолеты и пешие исследования с помощью GPS и тахиометра. Теперь все измерения будут производить с помощью беспилотника. Скорость полета беспилотника доходит до 120 км в час. Он способен набирать высоту до 5000 метров и производить 3 часа беспрерывной съемки. Работать он может в условиях до минус 50 градусов. На основе проделанных фотографий получается картографическая съемка крупных масштабов. Отметим, что беспилотник был приобретен в Ижевске. Его стоимость с учетом обучения специалиста составила 3 миллиона рублей. Опыт реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности Якутии признали положительным и рекомендовали другим субъектам Федерации. Такие итоги были подведены на заседании рабочей группы Госсовета страны. Лидирующее положение Якутии отметили среди всех субъектов по суммарной стоимости энергосервисных контрактов. Отметим, что наряду с республикой был признан положительный опыт Татарстана, Тюменской и Нижегородской областей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.